За реальностью Бога не может быть ничего. Мир духовный, он бескрайне бесконечен. Да, наше сознание это не воспринимает. Мы очень ограничены рамками нашего мира. И наше сознание далее, чем за нашу Вселенную, оно не может уйти. Оно не воспринимает этого. Мы даже с трудом осознаем в своей голове, что такое наша Вселенная. Да, мы можем что-то представить, расставить, что множество галактик далеки друг от друга, но все равно это ограниченный мир. Он ограничивается наличием материи. А вот что за нашей Вселенной, мы не можем представить. Но опять-таки, и вот смотри, интересно, как работает наше сознание. Оно тут же задает вопрос: а что за миром Бога? Если есть бесконечный, бескрайний мир Бога, который везде и всюду, значит, все равно за ним что-то должно быть. Ну как же, если он бесконечный и он везде? Мы все равно пытаемся, ну, скажем, своим умом ограничить бескрайность мира Божьего. И вот в этом, конечно, кроется ограниченность нашего сознания. И уж тем более мы понимаем, мы осознаем, что наша Вселенная материальная, она появилась и она закончится. Рано или поздно, ну, всему придет конец. И вот отсюда мы проводим аналогию подсознательно, даже не желая этого. Но у нас возникает вопрос: а что было до мира Бога? Если Бог есть мир Божий, значит, Он когда-то появился. Ну, раз Он когда-то появился, значит, вполне логично, что Он когда-то закончится. Мы не воспринимаем того, что мир Божий, он бескрайний и он вечен. Он был всегда, он есть и он будет всегда. Наша Вселенная, она существует лишь очень короткое мгновение в сравнении с бескрайностью и бесконечностью мира Бога.